Ассаламу алейкум, уважаемые подписчики и другие гости моего канала. Добрый день. Я сегодня, начинаю рубрику об основном артефакте, который доказывает, что Ноев ковчег именно находится в Чеченской Республике и что мы являемся потомками пророка Ноя, ассалату вассалам. Дело в том, что армянские ученые, которые недавно, я эту ссылку выставлю вам, чтобы вы просмотрели, о чем я говорю. Армянские ученые говорят о своей великой культуре армянской. И как-то основываясь на этом, конечно, не хотелось приводить их вообще примеры этих армянских ученых, как бы они ни копошились, они копают, нашу нахскую культуру и без зазрения совести говорят, что это армянская культура. А мы же знаем, что это не армяне, а армяне, всемирные цыганы, которые собрались со всего мира и прогнали наших предков, нахов с исконных земель. Мы знаем отлично, что было за цивилизация Урарта, Араатта, Араатта, Арарат и так далее. Мы знаем смысл этих слов. Сегодня мировые ученые переводят нам, я имею в виду лингвисты, значение, смысл этих слов. И буквально с 1724 года с помощью Петра I захватили Эребун, устроили геноцид над нахским народом и другими мусульманскими народами, уничтожили всю эту цивилизацию, и теперь на обломках Албании древней и Урарта пытается сделать свою армянскую историю. Ну, Аллах им судья, а мы, будем говорить, выставлять свои артефакты, своей культуры нахи. Почему-то они, ничего не говорят о Нахчеване, они ничего не говорят про Арвард-Гога, про Карабах, про озеро Ван, Ванского государства и так далее и тому подобное. А какие они делают подделки, это всему миру известно. Есть очень много артефактов в Ютубе, как они занимаются этими подделками и всякими фальсификацией истории. А те раскопки, те вещи, которые они сегодня находят на территории этой Армении, на всей территории, я говорю, это наше древнее нахское государство. Никто не говорит о нахской культуре. А вообще-то это единственно, сегодня отрадно отметить, что дагестанские ученые выставили на своих витринах слово нахско-дагестанские языки. Нахско-дагестанские языки. Именно сегодня у меня и речь пойдет о языке народа Ноя. Это единственные ученые в Дагестане, в Махачкале и в Дербенте выставлены на сценах, что язык является нахско-дагестанским. Это уже многое значит. Они до того честно подходят, к этому вопросу, что не пишут дагестано-нахский язык, а именно пишут нахско-дагестанские языки, как некоторые ученые, описывая Кавказскую войну, пишет имам Чечни и Дагестана, про Шамиля и про других имамов. Именно имам Чечни и Дагестана, а не Дагестана и Чечни. Это ничуть не ущемляет честь и достоинство этих дагестанских ученых, а наоборот, когда ученые говорят о истории и описывают истину, какое-то уважение дополнительное с тех людей, которые изучают эту историю. Пользуясь случаем, я хочу сказать, этим ученым большое спасибо за то, что вы именно, осмелились, и у вас хватило духа сделать это. Не только от чеченского народа, ингушского народа и других нахских народов, а от всего человечества, я бы сказал бы. Дело в том, что сегодня, после того, как мне позволили прочесть доклад в Международном университете МУПИ города Москвы, все меняется. Наше правительство, я имею в виду правительство, руководство Чеченской Республики, после этого, пригласило ученых на этот объект и
из нескольких учреждений, университетов. Там были археологи, физиологи, геологи. И есть записи на это в интернете, мы, значит, в Ютубе несколько роликов выставили. Они, значит, подтвердили эту версию, что гипотеза о том, что этот объект Чеченской Республики может быть Ноев ковчег, и что этот объект уникален, это 100%, и что его надо изучать. И вот они приступили уже к изучению этого объекта. Естественно, на объекте энтузиасты работают, занимаются своей работой. Понимаете, уважаемые подписчики мои и другие гости моего канала, что происходит? Что происходит? Сегодня, значит, на очень высшем уровне мы можем говорить о своей истории, что мы являемся потомками Ноя. Мы можем выставлять свои артефакты. Международный университет МУПИ не только площадку, не только трибуну нам дали, они также нам дали помещение, где мы выставляем свои артефакты. Все желающие могут, значит, посетить замечательный город Москве, Российской Федерации, и посмотреть музей наших артефактов. По просьбе, значит, тех ученых, которые приехали в Чеченскую Республику, они попросили у себя в офисе, забыл я название этой организации, прочесть еще раз более объемно доклад о Ноевом ковчеге, на что я дал согласие после того, как, значит, администрация университета ответила на мою просьбу, и что мы организуем, то есть Международный университет МУПИ организует у них такой более-менее обширный доклад, и, естественно, мы их тоже пригласим на свой симпозиум, чтобы они посмотрели музей в Международном университете и то, чем мы занимаемся. Еще раз возвращаясь к дагестанским ученым, они доказали тем самым, что мы являемся потомками Ноя, что мы являемся единым целым. Особенно это доказали народы Кавказа, доказали, начиная с 1782 года, когда появился шейх Мансур, и началась Кавказская война, как Кавказ совместно выступил за свою свободу. Да, то есть с тех времен существовал на Кавказе халифат Кавказа, так называемый имамат, как хотите называйте ее, но факт то, что в 1782 году в Алды началось первое сражение и началась русско-кавказская война, которая буквально, как описывают некоторые источники, шла до 1877 года, было последнее объединенное выступление против царской администрации из-за того, что они, народы Кавказа, были еще раз обмануты. То есть в архивах Махачкалы, Москвы, Ленинграда есть такие документы, где, значит, не было пленением имама Шамиля, а было, значит, так называемый договор, который должен был заключиться при встрече с царской администрацией, лично с царем подписанным, где обещалось Северному Кавказу имамату оставить ихние законы, оставить закон шариата, но только в составе России, на что, значит, имам и все соподвижники согласились. Но дело в том, что царская администрация, как всегда, обманула. Вот к этому очень нормальные примеры были. Первой Чеченской войны был заключен договор и так далее, но тем не менее, опять-таки, некоторые люди нарушили этот договор, и началась вторая чеченская кампания. То же самое было и в то время. И в 1877 году объединенные кавказские народы выступили еще раз широкомасштабно по всему фронту против царской администрации. Это все зафиксировано, это есть артефакты. И никакого пленения имама Шамиля не было. Никакого пленения не было шейха Мансура. Все это на днях выявится и так далее. Вот я к чему это говорю, это уже другая тема. Вот выставим мы документы некоторые,
то что, я хочу сказать, что кавказские народы были едины, особенно нахско-дагестанские. И последнее поражение, я бы сказал бы, было в 1944 году, когда избрано были высланы казахские и сибирские степи, все народы Нахского, ну, этого не коснулось Нахчевана и других это не коснулось также Грузии, хотя отборно оттуда тоже были высланы. Это было последнее поражение. Первое поражение было в 1724 году, когда они захватили те территории, называемые Армянское Нагорье и так далее, и заселили их всеми цыганами, которые называют себя армянами, не имея никакое права на культуру Урарту и Кавказской Албании. Это совсем другие. Ну вот я хотел бы несколько слов сказать, еще раз возвращаясь, я выставляю свою благодарность дагестанским ученым, которые написали на витринах своих музеев нахско-дагестанские языки. Об этом мечтали такие ученые. Первый, значит, мой учитель, этнограф, академик Хасиев Саид Мухаммад. Также об этом мечтали лингвист, большой умница, лингвист от Бога, я сказал бы, Жамуханов Сулейман Автарханов, Далгеш Дойсан, Далдех Альбуэлиш. Такие ученые, мужи, поэты, писатели, как Мамыкаев Арби, Гадаев Мухаммад Салах. Но они, значит, сделали все возможное в свое время, и были некоторые, они, значит, провели в стенах заключения, особенно Мухаммад Салах Гадаев почти всю свою жизнь провел там, также Мамыкаев Арби провел, но они мечтали об этом, чтобы нахский народ был единен. То есть мы сегодня говорим об истории нахского народа Нохчи. Дело в том, что вот я сейчас, значит, назову еще имена ныне здравствующих ученых. Это Автарханов Абу, сторонники этих ученых. Это Багаев Муса, археолог. Это Саидов Мухаммад, профессор, который сейчас в Германии, значит, является председателем диаспор, германских диаспор. Также он является экспертом МУПИ. И многих других ученых, энтузиастов, такой как Ахмаров Хусейн, краевед от Бога из селения Бельти, также является экспертом Международного университета. Я уверен, что мы и дальше своими совместными действиями покажем, что наши народы, я имею в виду Дагестана и всего Кавказа, всегда были едины. Это мы еще раз, значит, покажем себя в Международном университете МУПИ города Москвы, которая дала для нас не только трибуну и площадку, даже возможность обучения студентов. Уважаемые мои коллеги, ученые Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, я призываю вас всех еще и еще раз объединиться и выставить свои, видимо, какую хорошую книгу написал, как его забыл я, абхазец, Гумба, по-моему, имя, я его забыл, извините, Нахскую, про Нахова он написал очень интересную книгу, я делал несколько роликов про него, они, кто смотрит, есть в моем канале, просмотрите их и прочтите, очень хорошая книга у него.